Оказать помощь вовремя и оперативно – это главная задача отделения санавиации Татарстана. Сейчас в составе 2 вертолета – «Ансат» и «Робинсон». Когда говорим «санавиация», мы сразу представляем вертолет. На самом деле у отделения есть и наземный транспорт. Вот таких машин ровно 6, и они совершают более 600 выездов в год. Их используют, когда погода ненастная. В этом году в течение золотого часа, как говорят врачи, оказали помощь 165 пациентам. В РКБ их по воздуху доставляли из отдаленных районов республики. Крайний на этот год 168-й вылет. Готовят пока пациента к транспортировке, стабилизируют состояние. Мы же со своей стороны готовим бригаду и все необходимые ресурсы считаем, что есть для выполнения новых поставленных задач. Татарстан, он растянут, Казань не находится в центре, как во многих регионах. И, например, до дальних районов, чтобы перевести пациента на 3-й уровень в Казань, это как раз и спасает авиатехника. В помощь жителям сел и деревень. Мобильные комплексы. Так, в этом году врачи выезжали в 24 района. Осмотрели почти 26 тысяч человек. Передовиками в части модернизации первичного звена стали Сабинский, Отнинский, Бугульминский районы. В красной зоне Аксубаева, Кукмар, Мамадыш, Нижнекамск. От качества оказания помощи в поликлиниках и ФАПах во многом зависит один из главных показателей здравоохранения. По оперативным данным, за 10 месяцев ожидаемая продолжительность жизни составила 73,8. Это мы занимаем 10-е место по Российской Федерации и 1-е место в Приволжском федеральном округе. Да, все национальные проекты и цели, они имеют свои показатели. И показатель на 2022 год, который поставлен перед нами, это был 72,2. Но расслабляться не надо. Да, показатель для нас хороший, 73,8. Вы знаете, в 2021 году этот показатель составил 71,3, поэтому положительная динамика есть. В топе причин смертности сердечно-сосудистые заболевания, онкология и ковид. Для борьбы с инфарктами и инсультами в этом году оснастили медоборудованием центры в Казани, Арске, Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске. Для них закуплено почти 400 видов медтехники. Конечно, все это позволит нам увеличить объем рентгеноэндоваскулярных вмешательств, стентирование, ангиопластик при остром коронарном синдроме, которые просто спасают жизни наших жителей. Все это дает результаты, и нам удалось снизить смертность от болезней органов кровообращения более чем на 5% по сравнению с 2021 годом. Марат Садыков сообщил, сейчас идет проектирование нового здания 5-й горбольницы в Челнах. Решено не ремонтировать старый объект, а возвести новый. Поручение было дано руководством республики. Значит, вопрос стоит по капремонту и либо по строительству. Считаем более целесообразным, конечно, это строительство нового объекта в набережных Челнах. Это модернизация 5-й горбольницы. На данный момент идет проектирование объекта. Будем встречаться с министром, чтобы данный проект вошел в федеральную программу адресную ФАИП на 23-24 год. Министр обратил внимание на дефицит узких специалистов на селе. Привлекать туда врачей и средний медперсонал помогает программа «Земский доктор». Так, в этом году подъемные 1 000 000 рублей получили 104 специалиста. Также по программе соципотеки медикам выделили 189 квартир. Ключи еще от 110 получат до конца года. По частичной мобилизации были призваны 15 врачей. Часть работает непосредственно на передовой, часть работает в госпиталях. Связь постоянная. Мы не чувствуем непосредственно такого дефицита, скажем так, их заменять. Там же не только взяли, вот давайте так, не только мобилизация, мы направляли 18 педиатров в Луганскую Народную Республику для проведения там профилактических осмотров. Из-за санкций отрасль не пострадала, отметил министр. Сейчас основные поставщики медоборудования и комплектующих – это Китай и Турция. По словам Марата Садыкова, все национальные проекты продолжатся и в следующем году. Львиная доля бюджета пойдет на строительство и оснащение первичного звена. Так, планируют построить 27 объектов. Это ФАПы, поликлиника в Дербышках, Осиново, Салават-Купере. На модернизацию онкослужбы выделят 108 миллионов
миллионов рублей. Алия Хайрудинова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.